Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Современный рынок труда стремительно меняется вслед за развитием технологий. В любом профессиональном деле, особенно в наши дни, постоянно требуются новые навыки и умения. Институт дополнительного профессионального образования СВФУ призван удовлетворить запросы современного рынка труда. С нами на связи Майя Курнева, директор Института Open СВФУ имени Амосова. Майя Васильевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как выстраиваются ваши образовательные программы? От чего зависит наполнение учебных дисциплин? Добрый день. Наши образовательные программы, они основаны на профстандартах, то есть на чем должны основываться все дополнительные профессиональные программы. Но, тем не менее, нам очень важно, когда работодатели могут указать свои требования по выстраиванию наших программ. Занимается ли институт опережающим прогнозированием рынка труда на год, два или, может быть, даже на далекую перспективу? Конечно, мы ведем мониторинг в части развития рынка труда, какие компетенции будут необходимы в ближайшем будущем. Также мы работаем с работодателями, которые нам как раз-таки говорят, какие компетенции необходимы нашим выпускникам для того, чтобы мы могли устраивать опережающую подготовку. В прошлом году университет с платформой «Россия – страна возможностей» заключили соглашение, и сейчас у нас появляется платформа, в которой мы диагностируем наших студентов для того, чтобы они могли выстраивать свои индивидуальные траектории развития. И в ближайшем будущем также мы, точнее, работодатели могут заходить на эту платформу и выстраивать требования в части, какие компетенции необходимы нашим выпускникам. И благодаря их требованиям мы будем выстраивать свои курсы для того, чтобы разрабатывать новые программы и соответствовать опережению. А расскажите, пожалуйста, какие основные принципы заложены в основу профподготовки? Сейчас перед нашим институтом стоит задача о систематизации всей системы дополнительного профессионального образования. И так как у нас многоотраслевой вуз, и у нас очень много подразделений, которые занимаются дополнительным профессиональным образованием, мы разрабатываем свой стандарт по разработке наших курсов. То есть мы хотим применять систему перевернутого класса, чтобы теоретические знания были записаны в онлайне, а практические знания уже обсуждались с экспертом в режиме либо ВКС, либо на офлайн встречах. И такой стандарт мы хотим применять ко всем нашим образовательным программам по всему Северо-Восточному федеральному университету. А кто может повысить свой профуровень в вашем институте? И какой средний возраст ваших студентов? Средний возраст мы, конечно, не изучали, но где-то на скидку, наверное, лет 30-40. Но программу дополнительного профессионального образования могут пройти абсолютно любой человек, только единственное условие, у него должен быть диплом либо о среднем образовании, либо о высшем образовании. Также дополнительным профобразованием могут воспользоваться и студенты. Единственное, что они получат диплом о переподготовке, либо удостоверение о повышении квалификации только со своим основным дипломом. Это единственное ограничение, поэтому у нас обучаются все граждане, у которых есть любой диплом. А можете ли подробно рассказать, что нужно сделать, с чего нужно начать человеку, если он все-таки решил переподготовиться, и у него есть наличие этих самых дипломов? С чего нужно начать? Он может связаться либо на нашем сайте, либо через наш Инстаграм, через наши контакты. Просто подает заявку, собирает документы, стандартный пакет – это паспорт, ИНН, СНИЛС, диплом, и выбирает программу. После чего мы запускаем его на нашу платформу Moodle, где он может начать обучение. Все довольно просто.
А если человеку требуется переподготовка за рубежом, могут ли они обратиться к вам как к профессиональным посредникам? Ам, Это очень интересный вопрос, потому что у университета довольно много зарубежных партнеров, партнеров вузов, в части которых мы могли бы выстраивать некие и дополнительное профессиональное образование. То есть университет сейчас занимается двойными дипломами, то есть когда студенты могут получить диплом в университете и диплом зарубежного вуза-партнера. И да, действительно, мы могли бы этим заняться, и в ближайшее будущее мы рассмотрим этот вопрос. Я думаю, без проблем можем организовывать и такие курсы тоже. А какие программы сейчас наиболее актуальны и почему? Но в связи с ковид-ситуацией, конечно, актуальные программы это медицинского. То есть наш мединститут очень хорошо выстроил свою ну, работу по дополнительному профессиональному образованию. Более 2000 у них слушателей проходит ежегодно. Также актуальным у нас являются, конечно, курсы для педагогических сотрудников, в котором как бы тоже многие учителя проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации. Ну и, конечно, сейчас мы еще идут управленческие, это государственное муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент. Но сейчас в связи с тем, что идет большая цифровизация, конечно, актуальными становятся и цифровые компетенции, по которым как раз-таки мы с работодателями пытаемся выстраивать, разрабатывать такие курсы практикоориентированные как и для наших студентов, как и для жителей республики. А расскажите, как обстоят дела с практикой? В мире, в котором мы живем, конечно, практику проходить где-либо на предприятии опасно, но тем не менее у нас большинство преподавателей это практики, которые как раз-таки занимаются с нашими слушателями именно с практическими кейсами. И мы у себя заменили дипломные работы на решение кейсов. То есть люди, которые приходят к нам учатся, да, то есть они решают реальные кейсы именно с практиками, с разборами для того, чтобы больше усвоить. А расскажите, пожалуйста, про ваши курсы и сколько это может занять времени для получения того или иного диплома о повышении. Сколько у вас образовательных программ осуществляется в вашем институте? У нас в университете более 500 программ. Это и профпереподготовка, и курсы повышения квалификации. Но курсы повышения квалификации у нас осуществляются от 16 часов. То есть человек заходит. Есть у нас полностью автоматизированные курсы, в котором будет зависеть от того, как сам человек усвоит материал. То есть он может и за один день пройти, может и растянуть на определенный срок. Профпереподготовку мы пытаемся сокращать до года. Будем смотреть, это опять-таки зависит от направления, поэтому мы пытаемся сделать курсы более ускоренно, чтобы человек мог получить дополнительные навыки, умения и уже приступить, возможно, либо к новой работе, либо усовершенствоваться на своей старой. А по вашим наблюдениям, скажите, пожалуйста, люди из каких профессий чаще всего и больше всего обращаются к вам для повышения своей квалификации или, может быть, изменения своей профессии? В основном это работники муниципалитетов, экономисты, менеджеры, филологи, больше гуманитарной, конечно, направленности людей. Помимо медперсонала, ЖКХ, да, у нас есть программа, по которой мы проводим переподготовку, и действительно очень такая востребованная программа теплогазоснабжения, в котором но там вот как в дорожном хозяйстве, как и в ЖКХ, да, вот специфика какая, то они повышают свой уровень, да, свою квалификацию. Если говорить, например, о педагогических или о управленческих, они уже переквалифицируются. Вот в этом разница. И в действительности ЖКХ к нам
мы работаем, да, непосредственно с Министерством ЖКХ и с ГУП ЖКХ для того, чтобы повышать именно квалификации их кадров. Майя Васильевна, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что главные критерии, чтобы попасть на курсы, это диплом о высшем образовании или среднем. А скажите, есть ли какие-то, может быть, возрастные ограничения? Ну, возрастных ограничений, конечно же, нету. Единственное, что из-за того, что мы в большей степени обучаем на цифровой платформе и через Zoom, да, нужны какие-то минимальные навыки по владению ИКТ-компетенцией, да, то есть чтобы человек мог, ну, условно, зайти в Moodle, пройти там обучение, либо включить Zoom для того, чтобы можно было бы услышать лекторов для того, чтобы ну, пройти обучение. Напоследок, может быть, скажете ваши рекомендации или советы для слушателей курсов? Но хотелось бы, конечно, посоветовать людям, ну, постоянно повышать свои квалификации, потому что в таком быстро меняющемся мире, в котором мы живем сейчас, действительно нужно постоянно учиться, нужно повышать квалификацию для того, чтобы быть конкурентоспособным на нашем рынке труда. И, соответственно, как бы можно не только как бы у нас в республике, но и выходить во фриланс, да, на удаленную работу. И непосредственно вот как раз-таки цифровые навыки могли бы помогать нашим жителям работать в удаленном режиме, ну, на какие-то другие либо страны, либо компании. И да, действительно, умение учиться, это становится навыком номер один, потому что это очень сложно, особенно сложно учиться в онлайне. Нужно терпение, нужна самоорганизация. Майя Васильевна, спасибо вам большое за подключение, за беседу. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, и сегодня с нами на связи была Майя Курнева, директор Института Open СФУ имени Амосова. Всего доброго.